Привет всем, это мое первое видео. Я бы хотела немного рассказать о себе. Меня зовут Джилдыза. Я вообще сама по себе кыргызка. Училась в русской школе, далее учила год где-то корейский и 5 лет изучала китайский, работала переводчиком китайского языка 5 лет. Знаю английский, то есть тоже со школы изучали. В принципе, могу разговаривать, знаю вообще, как изучать иностранные языки, и хотела бы именно выстроить такую систему по изучению кыргызского языка как иностранного. Поэтому в моих видео вы найдете короткие такие видеоролики по изучению кыргызского языка. Они будут короткими, нужно будет выучить слова, и для удобства я буду показывать теоретические материалы на экране. Приятного просмотра, надеюсь, будет интересно. Итак, начнем. Первый урок мы пройдем фонетику и именительный падеж. В кыргызском языке это аточ жөндөмө. Сначала пройдем гласные. В отличие от русского алфавита, в кыргызском есть буквы Ö и Ü. Ö, Ü. Звонкие согласные. В кыргызском алфавите есть дополнительная буква Н. Н. В глухих согласных нет дополнительных букв. Получается, по всему алфавиту есть только 3 дополнительные буквы. И иногда выступает как гласная, иногда как согласная. Буквы мягкий знак и твердый знак в основном встречаются только во взаимствованных словах. Если в слове перед буквой Л стоят буквы Ö, Ü, Е, И, Э, то буква Л читается как Л мягкая Л. Например, Ülgü. Здесь, получается, нету, не пишется, то есть мягкий знак, но он читается как Ülgü, потому что есть буква Ü. Köngül, Dilgir, Külkü, Bölmö, L, Кölь. Далее буквы К и Г читаются твердым рядом с буквами А, О, У, И. То есть это правило, и эти правила надо будет запомнить. Это пригодится у вас в будущем при изучении. Например, Тогус не читается как Г. Тогус, Тогус, Тайган, Кашык, Акын, Укук, Кыргыз, Кагаз. То есть рядом с буквами А, О, У, И мы прочитали их твердыми, как К и Г. Далее пройдем именительный падеж. В кыргызском языке это аточ жөндөмө, отвечает на вопросы кто и что. Кто – это ким, что – это эмне. И местоимение пройдем. Мен – я, биз – мы, сен – ты. Вы имеет 3 вида. То есть если вы обращаетесь к молодым людям, но во множественном числе, вам нужно обратиться силер. Сиз – это уважительное отношение, уважительное местоимение к взрослому человеку, но к одному. То есть если много взрослых, вы не можете к нему обратиться как сиз. Сиз – это один человек, один взрослый уважаемый человек. А если их много, то это будет сиздер. То есть на русский язык это переводится как вы, да? Но в кыргызском языке есть различия. Силер – это множественное число для молодых людей или сверстников. Сиз – это вежливая форма, но один человек. Сиздер – это множественное число и вежливая форма. Ал не имеет родов, и он, и она, и оно. То есть и к девушке, и к парню, и к животному вы можете про них говорить ал. Алар – это они. Новые слова ат переводится как и имя, и лошадь, и стрелять в повелительном наклонении. То есть менин атын
Меня зовут, да? Мое имя. Менин атым еще может быть моя лошадь. Например, стрелять только в повелительном наклонении, например, от стреляй. Киши – это человек, кыз – девочка или девушка, джигит – парень, дос – друг. Итак, на этом первый урок закончился. Надо будет выучить буквы Ö, Ü, Н, а также то, что после буквы Л не может стоять мягкого знака, но если он идет с буквами Ö, Ü, Е, И, Э, то он читается как с мягким знаком. Можете еще раз просмотреть видео и повторить слова, для того, чтобы легче было потом выговаривать. И К и Г рядом с буквами А, О, У, И читаются как К и Г. Далее можно повторить вопросы. Ким и мне, кто что, и местоимение выучить. То есть будет легче, если вы заведете блокнотик, наверное, выпишите слова. Грамматику я постараюсь выложить в описании. Подписывайтесь на мой канал. Далее будет еще много интересного и много нового для вас.